Хлопзеква, абсолютно хопшира канал, на шара шахопшует амчи вживнет с имя ПСС спорт хтспа шараш. Он зейназго адератара а спорт адуней. Вахатяха программа на бортаже бишка. Абсна шипылым плаза чемпионат абшпет петур харкшоп. Орчала калакягны имя ПСС хакуиту аюк паразань детлара. Абсна шипылым плаза чемпионат абшпет петур харкшоп. А клубка ирылшази ирылымшази. Ваqa язахази яйзи рты ханцамтыгы. Ахтныклык стадион Динамо огны цухмарона qod bi baz ginarti. Abaz garım bam platar şirzatıglı zaşıqı hay irçını irmanarta. Axay hay izqyaz rewo bismayil firas. Abaz garım baxılı ampl tayirşoy. Anus abaz gal şey qarar bidiriz van didikayz siz ampl nartarım ba itşoy. Nartaq maru gergijana das klubşının abaz garım baxıtsız ampl tşoy. Nartar pıgırışı fızırğazaq xid İsmail firas tayirşizdə şampul. Xpa qafa narta yay oy tabaz Gagri irtsaq reyplar 0-0 xırqşıxay. Qoçimçeret irtsaqozı antıs pyox muraqna hals şibzi opari. Gudut tü stadion oğnaritsa arıdır klona qotpi Dinamo şipılın plasvit. Ubaka qaritsa yayvoy Dinamo oğna. Галби самразаган ядна колон афон, апшмачо харан пям пластрал афона арам бамбл тадыршуй. Акен 0 гала апыгырышрымазак пяз бжахыркшыхый. Ахайбы пяз бжазы активла ажулы рaqna юхмар вазармен капитян хымпыл тайыршуй. Уи азмырхаква геаргизария самразаган арам бхзы зампл ахмарра аквапаргылы. Шиба ака афон аяйвы. Орчал би шахтер ядна клон гуларыпшти Спартак. Апшмат шарабхан балам батар шрарылшый. Ахалсша рзекмахы. Уимпл дарарымба итадыршуй гуларыпша. Убриалаге яйларгой асыста. Ака уйба. Спорт. Апрель вяжих по очна Краснодар пиачирюр тaqna yaatvoid юнески жав пиачирюр сезон. Ак пиачирюр тмшы яла хойд апсва рычква. Я юхдыр тракварвакaqna hazat qiluyt пиачирюра. Орчал акала кимепосид апсныз чапсазбыз азaqatzуй Борис Жолокой галашвара язкыз хякуйту аюк паразы республика турнир. Акала кифархаца датайт ха корреспондент Астанда Хотрапха.
Атурнир арт рояла хунтварчал аклаки хадара бьортури спортер загенткара пиелага хатарнак созых якут айк паразазы казычу еробас айндетлар разызгы запснышчапсас за спортас газа Борис Чулоква ипха. Азыгазы газа Борис Чулоква жоқандыла дыргвала дыршун уйдыздыруз. Ханч галада бзен дануинал шуха хчажан хабжир дуна хчажа зоз хан дахмат хазаса хабуса патуйку хцун. Тхварчалпия команда азыгазы уядыги дазат гылыда хучква разыгазы разыпшроу яликайт атурнир ами бгарацхыра расту зиги. Организация администрация хацхраует ус цхрара акфейцэг анке юкхокоз хартут зигрыл пшишсацует хучкой дзини квот харчала юнижера ароба хучка ялло. Ария турнир сэнпя яла хубьющики нарзына пшуар парача. Айшкайча хуккосырым упайслабра арт бара урыстулан пе спортсмен шалар хунами бгара. Псна хадара и матчем квацхрара артот спорт абертури спорт и айцэс разыхана хара айцэкин ицэхна исышукса и мёпа галотари чемпионат ица гирта команда по гирта хенткара корчонти яднакол разыхана ицэгин ицэхны ацохо бас абрай япшахгы Азыгазы через гварту сэнпя яла хукрала и матчу хучко шраку аха иман шало тыгыла заща квапцаза писхала зырхуаджар хыпхязар и шазхава. Марадзяна Хакпару Уростала Соган третье место Самарасай. Уростала Хамцахай. Алчокорыла пснышапсас базазыгазы Борис Чулоква игвала шарьезка за турнирахна акпе тыпку аныркылыт гудеутапе акпе часманы Умари Хашига, Саид Бенья, Истам Джанба. Ахуанпи Эдуард Урчуков, Олег Урчуков, Рустам Лагинзе. Тхварчалпе команда ахпе медал Квазаргет, Сандро Щакая, Адгуртания, Саид Харчила. Галпе командахна ахпе медал Кварашрапсарпит, Лука Гунджия, Каха Щония. Абхазская нация – это большая дружная семья. Здесь взаимовыручку и заботу о ближних ставят во главу угла, а традиции воспитания хранят веками. Здесь пекутся о будущем своего народа, о взращивании здорового и сильного молодого поколения. Во многом благодаря этому абхазы питают огромную любовь к спорту. Пожалуй, наиболее популярным видом среди населения является вольная борьба. И это неудивительно. Ведь именно в этой спортивной дисциплине представители Абхазии добились выдающихся результатов. Эта земля подарила миру не одно поколение легендарных чемпионов и продолжает воспитывать борцов высочайшего уровня. По всем видам спорта борьба занимает, конечно, ключевое место. На самом деле у нас есть уже это поколение. Денис Царгуш, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Детишки на самом деле смотрят на достижения этого парня. Многие наши знаменитые спортсмены, я отца не могу своего называть, тоже являлся чемпионом Советского Союза, чемпионом Европы. Как в маленькой республике численностью около 250 тысяч человек удалось вырастить такое количество прославленных спортсменов? И в чем же секрет абхазской школы борьбы? В этом мы и решили разобраться, отправившись в путешествие по Абхазии с целью посетить разные спортивные залы республики. Наш первый пункт назначения – детско-юношеская спортивная школа города Ткуарчал. Этот шахтерский город в прошлом промышленный центр Абхазии, расположен в горной полосе на реке Алдзга. Ткуарчал полностью окружен горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд из города. Дюсш по вольной борьбе находится в центральной части Ткуарчала. Как раз сейчас идет детская тренировка. Юные вольники, на удивление крепкие и физически развитые ребята. Видно, что дети буквально пышут энергией и здоровьем. Шутка такая есть, говорю, именно ткварчильцам, говорю, учить не надо, им форму дашь, они любого порвут, поэтому дети нормальные. Ну, именно физически в горах все-таки, физика все-таки больше развита. В горы забеги делаем, чтобы мало все равно тренировки. Есть лестница, тут где-то более 400 ступеней, вверх-вниз по несколько раз. Занимаемся везде и на речках, там и камни перебрасываем, ну, как бы физподготовка. Ну, таким нетрадиционным, можно сказать, что физику, чтобы развивать, и делаем все для того, чтобы
дети были здоровыми. Некоторые из родителей маленьких спортсменов присутствуют на тренировке и с интересом наблюдают за тем, что происходит на ковре. Люблю этот вид спорта, и как бы хотели дети, чтобы занимались этим видом спорта. Думаю, что это развивает ребят и отрывает от улицы в первую очередь. Для ребенка самое главное его воспитание, чтобы много свободного времени не было. Это никак не повлияет на учебу. Допустим, спорт только развивает ребенка. Лишний раз будет тренироваться, воспитываться. Это только подстегивает к дисциплине, и будет все наоборот лучше. И с учебой будет гораздо лучше. Тренеры города Ткуарчал продолжают славные традиции, начатые еще в советские времена. Тренер у нас Борис Чулокова, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, СССР тогда было, и заслуженный тренер Грузии. И очень много воспитал, у него чемпионы Европы были, международные турниры выигрывали именно его ученики. Его ученик Вова Маршаня, такой известный борец, один из лучших борцов тогда СССР, в тяжелом весе, 100 килограмм, был чемпионом Европы и вообще много международных турниров выигрывал. Среди нового поколения ткуарчальских борцов также есть свои таланты. Есть хороший, перспективный. Здесь есть парень Аргун Леон, всегда лидер. Он где-то 5-кратный чемпион Абхазии, Юга России. Он неоднократно выигрывал и в Кабарде, в Чечне, в Ставрополе были. Везде пока побеждает. И то недовес у него. Там с 32 начинается борьба. А он 30-31, еще не дорос, но все равно ждать не может и достойно борется. Будем надеяться, что Леона и многих других парней из этого зала ждет яркое спортивное будущее. И когда-нибудь они будут прославлять свою родину на крупнейших международных стартах. Но перед этим им еще предстоит много работы. Впереди годы упорных тренировок, и только собственное желание и самоотдача могут привести этих мальчишек к вершинам спортивного мастерства. Ну что ж, нам пора отправляться дальше. Нашей следующей остановкой будет столица Абхазии, город Сухум. По прибытии на место наши друзья из Федерации вольной и греко-римской борьбы Абхазии приглашают нас выпить по чашечке кофе в открытом кафе на набережной. К слову сказать, проводить здесь время, слушая плеск волн и любуясь живописными видами, одно из любимых занятий горожан. Немного передохнув, мы направляемся в новый зал борьбы «Дюсш» города Сухум. Сегодня у местных вольников тренировочные спарринги. Борясь, спортсмены выкладываются на полную и буквально оставляют все силы на ковре. Такой серьезный подход к тренировкам приносит свои результаты. Среди этих ребят есть те, кто уже успел громко заявить о себе на юношеских соревнованиях. Дети очень способные, дети хорошие. Лично у меня есть 2 мальчика, которые были победителями первенства России, неоднократные призеры. Это Кецба Алмаз и Трабз Дамей. Перспективные очень ребята. Также есть у меня Акушба Тимур. Сегодня он борется на международном турнире в городе Старая Русь. По последней информации, он в финале. Дай бог, чтобы выиграл. И много-много детишек. Есть Квитыня Анрик, победитель первенства России. Тёпа Инал, призер первенства России. Очень-очень много ребят хороших. На вопрос о своей спортивной мечте почти все мальчишки отвечают единодушно. Хочу стать чемпионом мира. Я хочу быть чемпионом мира. Хотя находятся и такие ребята, которые не ограничиваются мечтами о достижении высоких результатов именно в борьбе. Еще я ходил на футбол. Борьба тебе больше нравится, чем футбол? Да. Мне борьба больше нравится, чем футбол. А когда ты вырастешь, ты кем хочешь стать? Футболистом. Ты же сказал, что тебе больше борьба нравится. Ну и футбол тоже. Одно можно сказать точно. Каким бы образом ни сложилась судьба этого парня, время, проведенное в борцовском зале, не пройдет для него даром. Ведь на тренировках эти мальчишки не просто развивают силу, выносливость и координацию. Здесь они становятся настоящими мужчинами, смелыми, стойкими и решительными. В борьбу дети попадают по-разному. Одни записываются в секцию, беря пример с друзей и старших товарищей.
Других в зал приводят родители, а некоторых, способных к борьбе ребят, замечают сами тренеры и приглашают их заниматься. Меня тренер увидел, и он мне сказал, чтобы я ходил. И мне это понравилось. А этот малец однажды крутил сальто на пляже. Как раз в это время мимо проходил тренер по вольной борьбе. Заметив крепкого и координированного мальчика, которого, как выяснилось, до этого даже не обучали акробатике, тренер привел его в зал. Совсем неподалеку от нового зала борьбы находится старый зал ДЮСШ города Сухум. Занятия здесь проводят начинающие тренеры, недавно завершившие собственную спортивную карьеру. Тренерской работой молодые люди занимаются увлеченно и с удовольствием. На сегодняшний день есть ребята мелкие, которые вот талантливые, хорошие, просто и тренера должны тренировать, над ними стоять и так далее. Но в общем от тренеров тоже много чего зависит. Тренируемся мы ежедневно. В неделю один раз мы бегаем, кроссы устраиваем. В неделю один раз товарищи встречи делаем, схватки приглашаем с другого района, с других городов тренеров, спортсменов. И так совместные тренировки бывают. Буквально на днях в Сухуме откроется еще один современный зал для занятий вольной борьбой. Район, где этот зал стоит, очень большой. Здесь около 15 тысяч, 20 тысяч населения на сегодняшний день проживает, и здесь нет ни единого зала. Когда президент посещал, смотрел объекты, была просьба, чтобы построил нам вот здесь спортивный зал. Строился он 2 года, в итоге он у нас есть. Я считаю, что он замечательный. Сейчас мы будем его оборудовать, ковры заказаны. Время нашего визита в столицу Абхазии подходит к концу. А это значит, что нам пора двигаться дальше. Мы выезжаем из Сухума с полной уверенностью в том, что этот город будет и дальше дарить Абхазии новых чемпионов, а самое главное – сильных телом и духом людей. Недалеко от выезда из города, на реке Гумиста, находится мемориал героям Абхазии. Во время войны 1992-93 годов здесь шли ожесточенные бои между абхазскими и грузинскими войсками. Прямой наводки вот сюда БМП, прямой наводки били прямо вот сюда. Я вот здесь сидел. Асу Рауль Владимирович, это мой ученик. Он на мине подорвался. Это мой вообще Зантарий Астик, золотой парень, связистом был. Тоже вот так погиб, бедный. А этот Нан Балик, он шутник, очень золотой парень. Вечная память им всем. Ну, ребята были бойцы. Просто. Ничего они не боялись. Отдали жизнь за свободу нашей республики. Послевоенный период у нас очень сложно было. Ну, не могу не сказать тоже. Мы фактически в собственном соку варились и тренировались в обычных матрасах. Там разные моменты. Вода текла, там тазики ставили. То есть в послевоенное время мы старались, чтобы у нас спорт не пропадал. Я ребенком был в послевоенное время, сколько мне, 14-15 лет было. Сегодня вот то, что вы видите, эти борцовские ковры, тренажеры и так далее. Конечно, государство оказывает содействие, но не могу не отметить человека заслуженного, который является почетным президентом Федерации вольной греко-римской борьбы Республики Абхазия Муса Хабалича Игзекова. Человек, который на самом деле большую поддержку оказывает. Это заработные платы для тренеров, это борцовские ковры, манекены. На самом деле, когда дети видят такое развитие, для них это превыше всего. Хорошие идеи, они приобретают свою жизнь и свою динамику тогда, когда есть хорошее взаимопонимание государства и бизнес-сообщества. А в данном случае вольная борьба стала развиваться в Абхазии в первую очередь благодаря моему очень близкому другу, президента Абхазии Сергею Васильевичу Багапш, который поддержал идею развития вольной борьбы в Абхазии, где вот была договоренность, что государство обеспечивает борцов залами спортивными, а я со своей стороны обеспечиваю борцовскими коврами
и разным другим инвентарем, и плюс обучение тренеров, проведение семинаров постоянно, с привлечением опытных тренеров из России и тренеров из Абхазии. Проект развития вольной борьбы в Абхазии, совместно осуществляемый правительством республики и спортивным клубом «Абаза», нацелен в первую очередь на гармоничное и всестороннее воспитание детей. Мы движемся по направлению к финальной точке нашего маршрута – городу Гудаута, где находится самая большая специализированная школа вольной борьбы в Абхазии. Несмотря на выходной день, в зале полно занимающихся. Многие родители юных спортсменов лично присутствуют на тренировке. Часть из них расположилась на трибунах. Другие наблюдают за происходящим, сидя на лавках прямо у борцовского ковра. Находятся и такие, кто подходят еще ближе и громко болеют за своих чад, пока те борются. Последние 5 лет особенно у нас начинается интенсивное развитие этого вида спорта, потому что спортивные залы новые были построены, инвентарь спортивный, ковры и все остальное. Я тоже ранее занимался этим видом спорта, и мне это знакомо близко, поэтому мой сын будет заниматься только именно этим видом спорта, больше никаким. Ему нравится, он это не будет бросать. Я думаю, что увидев все это, и будет у него дальнейшая человеческая перспектива не только достичь больших высот, но и воспитательное значение. Здесь и друзья, и близкие, товарищи будут. Все это только положительно влияет на воспитание. В Гудауте воспитано, пожалуй, самое большое количество знаменитых абхазских чемпионов. В их числе и нынешний президент Федерации вольной и греко-римской борьбы республики, чемпион СССР и Европы Раш Хутаба. Когда нас подготавливали, спортсменов всех давали бороться на международных турнирах, и где боролись все чемпионы мира, зарубежные американцы, немцы, не имеет значения. И нас проверяли, как отборются наши спортсмены. И во всех встречах я очень много турниров выигрывал. И во всех встречах ни одному зарубежному спортсмену в моем весовой категории я не проигрывал. И в этом числе были чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Проигрывал Яриген, проигрывал Тидиашвили, но я не проигрывал. Кстати сказать, наставник этого легендарного спортсмена до сих пор тренирует в городской дюш. И сейчас растит новые таланты. Борьба, знаете, это человека воспитывает. Во-первых, он хулиганом никогда не станет. Здесь они должны, как родные братья, станут. Первый раз они друг друга, пока не знают, они толкаются, чуть-чуть обижают друг друга, а потом они, как родные братья, становятся. Это очень хорошо. Именно город Гудаута подарил Абхазии ее самого титулованного спортсмена – Денис Царгуш. Трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр. Главный кумир молодого поколения абхазских борцов. На соревнованиях, на открытиях, рядом стоим, я просто смотрел, маленькие такие шкетики идут, и когда к нему доходят, как они на него смотрели, как они смотрят на чемпиона мира, это что-то невероятное. Они фокусируются на нем так, чтобы как можно больше его энергии в себя вобрать, чтобы стать таким же, как он. Денис не единственный действующий спортсмен из Абхазии, который смог достичь высоких результатов на международном уровне. Еще у нас есть мастер спорта международного класса Рустам Ампар. Он член сборной команды России, 61 килограмм. Начинающим борцам в Абхазии всегда было и по-прежнему есть на кого равняться. Стало быть, советские победные традиции бережно хранятся и поддерживаются новой плеядой чемпионов, тренеров и спортивных деятелей. Вольная борьба в стране души сейчас как никогда на подъеме. Количество занимающихся растет с каждым днем. Спортсменам и тренерам созданы все условия для их эффективного взаимодействия и развития. Можно со всей решительностью утверждать, что этот вид спорта вновь стал массовым в республике. Впрочем, впереди еще много планов и работы. Дальнейшее строительство и оборудование новых залов, привлечение детей и молодежи к занятиям борьбой, организация соревнований различного уровня и, в частности, матчевые встречи сборной России и сборной мира с участием абхазских спортсменов.
У национальной школы борьбы Абхазии не оказалось своего фирменного секрета успеха. Все гораздо проще. Здесь четко понимают необходимость воспитания крепкого и сильного молодого поколения. Попадая в борцовский зал, дети развиваются в атмосфере добра и взаимной поддержки. Тренеры поистине увлеченно занимаются своим делом и вкладывают в своих учеников максимум заботы, времени и усилий. В таких условиях великие чемпионы появляются совершенно естественно. أباس الله يخرجشن وخبيحت جمتا سراب زيرز بحشاس حوي يا واحد رت رأنزا أتخلطها